Чтобы в истории не было белых пятен, белгородцы активно участвуют в городском проекте «Книга памяти». Список солдат, не вернувшихся с фронта в годы Великой Отечественной, на сайте belgrad70.rf пополняется ежедневно. 5 имен героев белгородцев добавили учителя 24-й школы. Как по крупицам восстанавливается история тех, кто не должен быть забыт, расскажет Маргарита Платонова. Мы добавили информацию еще об одном участнике Великой Отечественной войны, нашим белгородцем, жителем старого города, который не вернулся и погиб в 1943 году. Это Князиков Владимир Иванович. Нажав кнопку «Сохранить», участники проекта «Книга памяти» делают имена героев-белгородцев, так и не вернувшихся с войны, бессмертными. Заполнить таблицу на сайте несложно, куда труднее найти сведения о солдате. Учителя 24-й школы раздали ученикам специальные анкеты. И вот результат. Одним бойцом в «Книге памяти» стало больше. Первая о своих семейных героях написала Вита Гордеева. Дедушка ее мужа Михаил Игнатьевич отправился на войну в 51 год. Отсиживаться за спинами молодых солдат, таких как его сыновья, для него было невозможно. Хотя семья была многодетная, 12 детей, и только родилась младшая дочка, да, и не пускали его всей семьей. Он ушел добровольцем на фронт, и 13 июля 1943 года он погиб у нас на Курской дуге. Этот бравый 20-летний боец – дядя ее супруга Федор Михайлович Гордеев. Он, кстати, в 1937 году закончил 24-ю школу. Тогда она носила имя Александра Пушкина, о чем гласит надпись на старинном снимке. Но Федору Михайловичу тоже не суждено было возвратиться домой. Командир стрелковой роты погиб в августе 41-го под Смоленском. Семейной реликвией стали эти несколько пожелтевших фотографий. Свекровь вспоминает, это ее родной брат. Она говорит, что писал в письме матери, что храните мои фотографии. Они их передаются из поколения в поколение. Педагоги решили привлечь к созданию книги памяти жителей микрорайона, расклеив вот такие листовки по всему старому городу. И люди откликнулись. Это портрет Герасима Егоровича Титенко. Его историю рассказал сын Анатолий. Он даже написал книгу о жизни своей семьи и подвигах отца под названием «Несломленная». До Великой Отечественной войны его отец был здесь председателем. Потом его с первых дней войны забрали в армию, призвали. Он там воспитывал молодое поколение, готовил, но когда узнал, что здесь разгромлен дом, убит отец, сына угнали в Германию, тогда он попросился и сам на фронт со словами «я буду мстить за все». Герасима Егоровича семья ждала до последнего, но в 45-м получили извещение, что он пропал без вести. Это страшная, но еще дающая надежду фраза прозвучала и в семье Крымчаниновых в 43-м году. Это единственный снимок Андрея Афанасьевича Крымчанинова. На фото он уже в военной форме, жена и маленький сын. Глава семьи так и не пришел с войны, но память о нем теперь будет жить вечно. Память должна жить в сердцах наших детей. Что бы ни происходило с нашим обществом, как бы ни менялось, время не было быстротечным, мы всегда обращаемся к своим корням, к памяти о тех людях, которые сделали все, чтобы мы с вами жили, говорили, радовались. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Если у вас есть информация о родственниках, которые ушли на фронт и отдали жизни ради победы, оставьте о них запись в специальном разделе на сайте belgrad70.rf или пришлите по адресу belpobeda70@yandex.ru. Маргарита Платонова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.